предложил поучаствовать в пилотном проекте. Мы сейчас собираем сведения в отношении общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, наличие структурированных кабельных сетей. Если получится, то мы войдем в федеральное финансирование для того, чтобы тот высокоскоростной интернет, который доходит до образовательной организации, он был точно таким же хорошим, да, благодаря новому оборудованию в рамках локальной структурированной локальной сети на объекте. Ну и продолжение этого проекта, если считать, что в среднем на один объект создание такой сети стоит порядка, да, нескольких миллионов, общая потребность это по оценкам 2022 года у нас потребовало не менее 500 миллионов рублей. Соответственно, если мы получим федеральное финансирование, то это будет, конечно, очень хорошее подспорье для образовательных организаций и для республики. И, конечно, для каждого учителя, который хотел бы, наверное, качественно, быстро получать доступ к ресурсам федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на своем рабочем месте. Отдельно хотела бы остановиться на обучении детей цифровым компетенциям. Я не останавливаюсь на формировании цифровых компетенций педагогических работников, потому что, я думаю, Вячеслав Алексеевич очень хорошо выступит по этому вопросу. Но в отношении цифровых компетенций у нас созданы серьезные ресурсы, и IT-кубы, и кванториум, и точки роста, и вот, как я уже говорила, код будущего, который создан на федеральном уровне, но участвуют, да, провайдеры, партнеры, можно сказать, со всей страны. В первую очередь Институт развития образования курирует этот проект. И цифровые компетенции у нас развиваются. Но вот проектов очень много, а как я уже говорила, с сентября их станет еще больше, да, и вот они будут подключаться, и вот как голова не закружится от всего того, что нужно знать, и где нужно побывать, и что нужно уметь, вот для того, чтобы упростить работу образовательных организаций, на федеральном уровне вот уже мы ждем со дня на день заработает сервис аналитики, который позволит анализировать все те процессы по цифровизации, которые происходят в каждой образовательной организации, на уровне муниципалитета и на уровне региона, на уровне, естественно, страны. Мы вот уже ждем, вот еще вчера доступ должны были получить, немножко задерживают наши федеральные коллеги, но если рассмотреть ту информацию, которой можно будет оперировать, на основе которой можно будет принимать управленческие решения, это то, что как раз задевает как уровень в масштабе страны, субъекта, муниципалитета, образовательной организации, так и в отношении всех категорий участников образовательных отношений. То есть это очень серьезный момент. Вот если взять даже в качестве примера, вот я взяла вот такой вот срез, мне отправляли федеральные коллеги по состоянию на март, да, то есть каждый пользователь, он сможет увидеть такую картинку в отношении себя, да, в отношении образовательной организации, муниципалитета и республики. То есть это очень хорошо, это очень удобный сервис аналитики. Ну и, безусловно, последний мой слайд, который говорит о том, что очень много делается, очень много у нас впереди задач, но у нас есть определенные риски. Как я уже говорила, один риск мы пытаемся сейчас решить вместе с Ростелекомом и Минцифрой России по структурированным кабельным сетям. Нам нужно отметить, что очень значительно, на мой взгляд, вырос уровень администраторов образовательных организаций, которые отвечают за внедрение всех этих сервисов. Нужно работать, конечно, с педагогическими работниками, убеждать, вовлекать, поощрять, да, как-то стимулировать, но тем не менее это то, в чем состоит наше не будущее, это наше настоящее. Конечно, с этими инструментами нужно уметь работать. Ну и мы очень активно сейчас решаем проблему компьютерного и иного презентационного, интерактивного оборудования. Очень много у нас поставляется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», но мы не забываем, что в этом году реализуется у нас последний год, пока мы не получили предложение от Минпросвещения России об участии в каких-то конкурсах. Поэтому мы работаем с огромным количеством оборудования, но нужно уметь с ним работать
У нас есть несколько образовательных организаций, которые, к сожалению, у нас не попали в проект. И с этими организациями, наверное, у нас будет какая-то отдельная история. Отдельный момент по импортозамещению. У нас мы ждем, когда выйдет документ с федерального уровня. Нам в рабочем порядке анонсировали, что в этом году он обязательно будет, что ему нужно будет обязательно принимать решения на уровне субъекта, на уровне отрасли образования о переходе на отечественное программное обеспечение. Мы сколько лет пытаемся это сделать, да? Еще в 2008 году, по-моему, в 2007 году мы занимались этим вопросом. Но на данный момент вопрос станет другим. Это не будет «я хочу» или «я не хочу», я попробую. Это будет обязательно для всех поручение для исполнения. Пока мы этого не ждем, у нас есть несколько вариантов. У нас проходит встреча рабочая с Минцифрой Республики Коми. От Минпросвещения как таковой позиции мы пока не получили по импортозамещению. Есть только обязанность у нас решить вопросы информационной безопасности. Пока на данный момент мы останавливаемся на этом. Как только поступит поручение, мы, безусловно, всех проинформируем и организуем работу. На данный момент уже Институтом развития образования успешно, да, проводятся мероприятия с двумя, да, компаниями соглашений. Вячеслав Алексеевич. С двумя, это Astra Linux, да? И Базар. И Базар, да. То есть уже есть прецеденты, уже есть чем обменяться. И вот есть такое предложение, когда у нас осенью традиционно будет проходить форум, если в этом году, да, он уже планируется, общество государства, образование. Возможно, некие итоги, промежуточные, некий опыт уже можно будет представить. Благодарю за внимание, готова ответить на вопросы. Коллеги, вопросы? Можно спросить? Сейчас вот новую программу разрабатывают, когда нужна колонка, электронные образовательные ресурсы нужно вписать. А если по нашему предмету только один электронный ресурс, который в приказе, и он платный, я могу его не вписывать? Я же не буду платить за это. Ну платный, мы не можем же ничего использовать. Нет, почему? Вы можете использовать платно. Образовательная организация вправе сама принимать такие решения. Почему она не может платно использовать? Но И организации не будут оплатить? но это решение образовательной организации. Я не могу сказать за каждого директора. Нет, это не решение организации. Есть приказ вот с этими электронными образовательными ресурсами, он в августе 2022 года. Вот там у нас по предмету всего один единственный образовательный ресурс, который платный. Других нет. Библиотека цифрового образовательного контента. На сайте ВГИС «Моя школа». А вы По всем изучали предметам. библиотеку? Так нам сказали, что только с этого приказа можно написать электронный ресурс. Я, к сожалению, не могу сказать по требованию, какие именно можно указывать ресурсы, но однозначным образом, я думаю, что можно использовать ресурсы ВГИС «Моя школа», так как они уже, они априори... Там нет по нашему предмету технологии. Тогда вы не указываете. Тогда вы не указываете. Нет, технология тоже есть. Все предметы. Там полная линейка по общему образованию С представлена. 3 по 9 класс Да. все предметы точно, и сейчас идет наполнение среднего. Да, Средний. ожидается, Я об что этом до буду конца говорить 2023 в своем года, да, ожидается, что и средний проф тоже будет наполнен в своей школе, в библиотеке именно цифрового образовательного контента. Спасибо, Виктория Александровна. Хорошо. Вот.